Ну, Галина Сергеевна с нами. Я перед тем, как ей передать слово, хотел бы сделать небольшой анонс. Для того, что мы уже завершаем нашу лекцию. У нас есть к вам предложение такое. Мы хотим, чтобы вы, участники, все подвели итоги вот это 12 вебинаров, которые мы провели. Мы разработаем всего лишь 3 простых вопроса. Они небольшие будут. Вы в свободной форме сможете на него ответить на кыргызском, на русском языке. И обязательно свои ответы на эти вопросы надо разместить на страничке PISA 2025 Кыргызстан. И со своей стороны мы хотим сказать о том, что кто напишет лучшее такое небольшое эссе, да, про вот наши тренинги, какие выводы они пришли, у нас есть приз. Мы этот приз вручим лучшему, кто, вот, по нашему мнению, отобразил вот всю тематику эту, да, в свободном стиле. Мы обязательно вручим шикарный приз. Я думаю, в общем чате Telegram мы более подробно напишем правила этого, сроки проведения. И, пожалуйста, участвуйте. И надеемся, что кто-то один из вас обязательно получит наш суперприз. Это от нашей команды. Мы вот так решили чуть вас мотивировать. И, Галина Сергеевна, я передаю вам слово. Мы рады вас приветствовать. Добро пожаловать, Галина Сергеевна. Да. Передаю вам слово. Эдуард, большое спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. Ну вот, начинаем сегодняшний с вами разговор. Я включу свою презентацию. У меня есть, да, поделиться. Сейчас моя презентация появится, коллеги. Так, я ее запущу. Это всегда очень важно, чтобы презентация нормально работала. Так, ну вот. У меня сегодня... Да, да, замечательно. Угу. У меня сегодня непростой с вами разговор и непростая презентация в плане иллюстрации того опыта, которым владею я, как специалист в области оценки качества образования, формирования стандартов, разработки учебно-методических материалов. Да? Вы знаете, я руководитель проекта Министерства просвещения Российской Федерации формирование оценки функциональной грамотности. Одновременно мы сейчас занимаемся разработкой измерительных материалов в соответствии со стандартами, новыми стандартами для оценки качества образования. А вот сегодня, обсуждая и определяя темы наших с вами разговоров, особенно в завершении, в конце нашего семинара, мы поставили такую задачу сделать акценты на направлениях личностного развития школьника в ситуации широкого использования цифровых технологий, в ситуации, в которой сейчас в цифровом мире, как мы говорим, живет наш подросток, и остановиться на том, действительно, что меняется в ребенке, что меняется в подростке и каковы риски. Как я вам сказала, что я не психолог, у меня стаж работы в школе 10 лет, я занимаюсь исследовательской работой, да, разрабатываю измерительные материалы. Но для меня очень сейчас важно было провести специально, не приглашать специалистов, которые иногда узко представляют свою вот область, да, профессиональную, а сделать некоторый обзор того, что в науке сделано, что не только на экспертном уровне, но уже сейчас на уровне искусственного интеллекта получено в плане оценки той ситуации, в которой наши с вами школьники, большинство из нашей аудитории – это специалисты в области образования, это педагоги, да, поэтому для нас и очень важно оценить первое. Кто же такие наши школьники, да?
что они из себя представляют, кто они, люди 21-го столетия, да, каковы их основные характеристики, а самое главное, каковы основные направления их личностного развития, когнитивных, социальных навыков. Это все нужно для того, чтобы понять, как наиболее эффективно организовать работу. Да? И не только в образовательном учреждении, но и вне, и дома, и как обеспечить вот, полноценную и безопасную жизнь наших школьников. Вот в своей презентации я буду использовать множество источников, я в конце дам ссылки на эти источники. Для нас ведь очень важно понять, что современный школьник, да, это представитель поколения Z. Мы прекрасно знаем о вот этой классификации поколений. Я отношусь к бэби-бумерам, да, есть поколение X, Y, и вот Z. Это дети, рожденные после 2000 года, это дети, которые сейчас обучаются в школе. И вот разные эксперты дают разные характеристики. И вот вы здесь видите, среди даже вот 13 разных характеристик, которые в целом представляют как бы вот этих детей наиболее типичными, ну, в бытовом понимании, представлены как это дети гиперактивные, дети с клиповым мышлением, склонные к аутизму. То есть вот мы постараемся сегодня расширить вот бытовое представление, посмотреть, как же та среда, в которой живут, современная среда, наши дети, влияет на их развитие, и что в итоге этой работы, что влияет на их развитие, да, какие есть риски, и что предпринимается на различных уровнях для того, чтобы эти риски уменьшать. Я специально обобщила и выделила сегодня в презентации, с моей точки зрения, наиболее представительные исследования. Хотелось бы, уважаемые коллеги, начать с материалов, хотя это 13-18 год, вы видите, да, но это материалы очень серьезной группы специалистов, да, которые в Московском государственном университете совместно с организацией поддержки интернета занимаются серьезным и координируют исследования в области цифровизации образования. Да? Вот еще 10 лет тому назад практически, да, вот за прошлые десятилетия четко вот по разным поколениям было выявлено, а исследований много проводится на разных уровнях, да, что только за 5 лет более чем 2 раза возросло количество подростков с высокой онлайн-активностью. Это серьезный показатель. Так? Каждый третий подросток проводит треть своей жизни. И это в прошлом десятилетии. Сейчас больше половины своей жизни, а многие до 70% своего времени проводят в сети интернет. Но при этом вот здесь выделено 3 ключевые как бы позиции, на которых можно дальше выстраивать наше обсуждение. Онлайн-активность, так, затем время, которое проводится, и определенные условия, которые говорят нам о том, что каждый второй родитель не осведомлен о высокой онлайн-активности своего ребенка. И это те условия, которые и обеспечивают, то есть и в связи с которыми и противоречия, и проблемы, и риски появляются. Давайте остановимся немножко, говоря о вот поколении Z, да, говоря о поколении Z, остановимся на том, что ждет это поколение и что же происходит. Если мы, коллеги, с вами
взглянем на изменения вообще цивилизации, изменения развития индустрии, то мы сейчас с вами находимся уже на первом этапе 4-й промышленной революции. Очень интересно, вы прекрасно это знаете, что изменение технологий, появление новых технологий, которые сильно влияют уже на все сферы жизни общества, да, связаны с определенными этапами. Паровые машины, затем электричество и автоматизация, компьютеры – это прошлый век, 3-я революция. Сейчас мы на этапе вхождения в 4-й раунд промышленной революции, которая связана в основном, и вот на этом слайде, который представляли наши специалисты из МГУ, да, мы здесь с вами прекрасно видим примерно вот как бы начало 4-й революции связывают с 2009 годом, и это очень четкие факты, да, которые говорят, что произошло в это время, что было отслежено. Оказалось, что подключений к сети интернет оказалось по численности больше, чем численность населения Земли. Таким образом, была зафиксирована уже ситуация, когда искусственный интеллект, да, или программы, да, начинают, искусственно созданные людьми, начинают использовать интернет для различных целей. И вот на этом слайде, он мне очень понравился, поэтому я его копирую, четко видно, вот как дальше развиваются и что ожидает это наше Z-поколение в своей жизни. Да? Сейчас мы с вами находимся на рубеже между ситуацией, когда практически вся Земля погружена Wi-Fi, когда уже шаг за шагом вводятся гаджеты, импланты, вот. Дальше уже вокруг, и в Киргизии мы встречали, в домах уже начинают использоваться программы «Умный дом», «Умный город», тотальный мониторинг, да? Но дальше вы посмотрите, как развивается ситуация. Нейронет, поисковые системы в человеческом организме, а дальше сингулярность. И вот здесь как раз пик 4-й индустриальной революции, в которой предполагается, что произойдет объединение ресурсов, объединение промышленности, результатов, старые новые технологии. И самое главное, что те производства или та индустрия, которая будет, да, реализована или функционировать, она сама будет настраиваться. Так прогнозы, что промышленность начнет сама, анализируя, да, с помощью искусственного интеллекта, начнет сама усовершенствовать свою работу, работать над ошибками и повышать результаты. Вот в таком прогнозе, да, и предполагается организация жизни тех школьников, с которыми мы непосредственно начинаем работать. А теперь посмотрим, какую же роль и место, и что меняется с нашими подростками, с нашими детьми. Что на меня произвело впечатление, когда я анализировала источники? Тот факт, что впервые в истории земной цивилизации оказалось, что передовым отрядом адаптации, а мы говорим, что мы должны адаптироваться к изменяющемуся миру, да, выступают не взрослые, а подрастающее поколение. Именно дети по активности освоения интернета существенно начинают опережать взрослых. И это феномен новый в истории цивилизации. Сегодняшние подростки, имея электронные устройства, практически самостоятельно осваивают новый образ жизни, подчас без помощи взрослых. Они живут в смешанной реальности, и понять, какую часть жизни они проводят офлайн,
вне интернета, в интернете, да, виртуальных компьютерных играх и так далее, очень-очень непросто. И поэтому для них все онлайн-коммуникации, компьютеры становятся естественной средой, в которой они живут. Поэтому мы и говорим, и появляется вот этот термин «изменяющийся ребенок», «изменяющийся подросток» в изменяющемся мире. Но самое главное, на что мы должны сделать упор, да, что взаимодействие, а ребенок сейчас взаимодействует с живыми и неживыми устройствами, программами, да, с искусственным интеллектом, а это требует от него, то есть эти более сложные инструменты требуют от него более сложных когнитивных процессов, а это значит, под влиянием интернета серьезно меняется человек. И, как говорят наши психологи, происходит формирование более сложного человека для взаимодействия с окружающим миром во всех его системах пересечений, более сложного. И немножко вот на первом слайде это было, и дальше будем раскрывать сложность нашего поколения. Что меня еще привлекло особое внимание, что я включила, изменяется модель детства. Психологи, социологи, педагоги привыкли считать, что различать традиционное детство как детство различия, детский период и взрослый. И очень часто, и вот в исследовании ПИЗа, если вы помните, основной вопрос, на который отвечает исследование ПИЗа, это выяснить, готовы ли выпускники основной школы, 15-летние школьники, к эффективному функционированию во взрослой жизни. Таким образом, видите, этот вопрос сформулирован в 2000 году, в тот момент, когда начинается очень серьезная трансформация в новую систему, да, уже отстает от нового понимания. Что значит меняется модель детства? Исчезает четкость противопоставления детства и взрослости как образа будущего, когда все усилия, наши все усилия, все вы помните, усилия по отношению к нашим детям, по отношению к обучению, очень часто ориентированы на будущее, на достижение успешного функционирования. Вот сейчас эта модель серьезно пересматривается, и это все описывает тот процесс, который происходит. Принято, ИКТ сегодня важнейший агент социализации, да? И появилось такое понятие, как цифровое детство, цифровое развитие, цифровая социализация. И ИКТ начинает конкурировать и с семьей, и с школой. И взгляд на этот процесс, да, вот через призму цифрового общества позволяет говорить о возникновении вообще цифрового детства как особого исторического типа детства. То есть компьютерные технологии, информационно-коммуникационные технологии меняют, недаром я сказала, что новая как бы вот революция в цивилизации, в индустриальной революции, да, меняют все проявления жизни. В данном случае вот меняется тип детства. Что ведь происходит? Мы уже с вами обратили внимание на то, что более сложные устройства, выполнение специфических задач, да, вовлекают в эту среду учащихся и оказывают влияние на его психическое развитие. А теперь обратите внимание, уважаемые учителя, формы и пути развития, виды деятельности, приобретаемые ребенком, новые психические свойства и качества, да, вот результат. Но в результате этого происходит это все в другой форме, отличной от той, которую мы используем. То есть получается, что обучение подростков происходит совсем в другом, да, другом ключе, по-другому, в отличие от традиционного обучения. И педагогам, и специалистам, которые занимаются разработкой материалов для школы,
необходимо очень серьезно обратить внимание на эти трансформации. Перечислю еще несколько особенностей, которые наши психологи во главе с Галиной Солдатовой выделяют как особенности, определяющие когнитивное и личностное развитие ребенка, а также его взаимодействие и те культурные практики, которые осваивают дети. Некоторые пересечения с предыдущими – это специально для того, чтобы нам выделить общие подходы и различия в разных экспертных группах. Что выделяет, коллеги? Массовое и все более раннее владение высокотехнологическими приборами, да, освоение новых культурных средств и инструментов. Так. Затем увеличивающаяся длительность нахождения ребенка в онлайн-контактах, которые задают новые, уже плохо регламентированные и неизвестные по своим последствиям влияние на ребенка. Активное самостоятельное стихийное освоение, мы с вами об этом уже сказали. Использование подростками всех доступных онлайн-ресурсов. Их очень трудно запретить, те или иные ресурсы. Закрепление за социальными сетями статуса важнейших для подростков площадок самопрезентации, да, и самое это главное, да, взаимодействие в большей степени подростки начинают ценить своих друзей и реагируют на них больше доверия, чем о семье, чем взрослых, которые их окружают в школе. Поэтому подростки именно через социальные сети осваивают различные социальные роли, подчас другие роли, отличающиеся от тех, которые они осваивали при традиционной социализации, отраженные в наших с вами стандартах. Да? Значительное расширение круга социального капитала подростков за счет контактов, да, слабой связи с незнакомыми друзьями, с которыми не было опыта общения. Как правило, дети не общались с незнакомыми. Следующее – столкновение с широким кругом новых рисков онлайн. И вот разные эксперты выделяют контентные риски, коммуникационные, технические, потребительские риски. А главный, один из таких важных рисков, который беспокоит в большей степени родителей, наверное, это чрезмерное увлечение интернетом. Существенная разница в пространственно-временной конфигурации пользования интернетом у подростков и родителей. Мы говорили о разрыве, да, о цифровом разрыве. Есть же гендерные разрывы, мы раньше с вами обсуждали это, разрыв цифровой у подростков и родителей, цифровой разрыв между странами выделяется. Вот здесь нас в большей степени беспокоит именно разница в тем, как используют интернет дети и родители, так, и насколько отношения, да, позитивные отношения родителей являются эталоном, или любые отношения, да, поведение родителей является эталоном для детей. Ну и этому, не способствует, конечно, а это связано, безусловно, более низкая цифровая компетентность родителей. Хотя и у детей небольшая компетентность цифровая. Вот почему во многих презентациях, которые были в нашем семинаре, мы говорили о цифровой грамотности, мы говорили о информационной грамотности, которая является основой для повышения безопасности, можно сказать, компетенции работы в цифровой среде. Ну и, наверное, последнее, то, что относится непосредственно к системе образования, как правило, не как правило, как сейчас сложилось, несоответствие системы образования изменениям цифрового общества. Хотя достаточно большое количество учителей проходит сейчас подготовку по повышению квалификации, но при этом они готовы работать, но многие проблемы все больше и больше сейчас возникают. Давайте еще познакомимся с
фактами, которые представляет большая группа санкт-петербургских психологов. Да? Первоначально я говорила о разработках московских психологов и социологов. Что выделяет эта группа? Еще раз подчеркнем и увидим некоторые другие аспекты, особенности современных подростков. Ну, мы уже с вами постоянно это говорим, что это дети, поколение, рожденные с компьютером и вообще живущие с персональным компьютером в кармане, да. Но вот для образования очень важно следующее, что наши школьники воспринимают, да, достаточно восприятие краткой, наглядной информации. Быстрое переключение внимания, нет крупным формам, наглядность информации. И таким образом получается, что в большей степени школьники воспринимают инфографики, да, короткие тексты, и здесь серьезная задача, как достучаться до них и использовать именно эти такие средства, которые хорошо воспринимаются школьниками, но одновременно сформировать способность и читать большие тексты, понимать их, работать с этими текстами. Следующий факт – это то, что вы уже с вами отметили – изменяющийся мир. Но школьники не просто живут в изменяющемся мире, у них формируется ощущение постоянного потока. Все меняется, все ненадежно и все меняется. Да? И то, что было сегодня, может быть завтра абсолютно другим. Нет устойчивых предпочтений и в коммуникации, нет устойчивых предпочтений в своих каких-то интересах или вот чем занимаются в различных видах спорта или еще чем-то. Это перескакивание с одного вида на другой. И следующее – это уже жизнь, которая невозможна у детей без социального взаимодействия. И это вы прекрасно знаете. Ну, мы можем и на себе даже. Мы постоянно, работая, да, и имея смартфоны, постоянно находимся в среде социального взаимодействия. Важно быть на связи, и у детей ценятся те качества, которые облегчают коммуникацию. Давайте еще несколько фактов, которые предлагают нам другое экспертное сообщество, тоже озвучим. Поколение мейнстрима. Что это означает? Это тотальное следование онлайн-СМИ. То есть новое поколение, оно очень подвержено, поскольку оно все время в сетях, оно подвержено влиянию средств массовой информации, да? Поскольку нет ярко выраженных субкультур, для них важна вот одинаковость, универсальность, вопреки своим представлениям о собственной уникальности, да, похожесть. Поэтому копирование, соответствие каким-то таким общим тенденциям. Но дальше отсутствие единого понимания внутри своего поколения, что все они разные, каждый волен делать то, что хочет, да, свой путь – это главное, и установка на гедонизм. Вот это для меня оказалось тоже вот таким интересным фактором, потому что получать удовольствие от всего, да, жить в кайф, оказалась одна из важнейших вот таких, иногда скрытых характеристик наших школьников. Но вот второе, что счастье – это разнообразие, и в связи с этим необходимо попробовать все, для педагогов тоже является некоторым сигналом в понимании того, что происходит. Ну и вот последний слайд, который представляет эта группа ученых, социальное признание. Ну, все, конечно,
считают, что когда они живут в социально признанной, да, обстановке, это дает им, в общем-то, поддержку. Для данной группы детей, да, те, которые сейчас в школах у нас, похвала, они ожидают похвалы, да, признания. И очень часто популярность, для них это очень важно, быть популярным и получить лайки именно от своих друзей в интернете. Модно стало быть умным. Мы говорим, что это эпоха знаний, да, и для детей действительно это направление сейчас, по сравнению с предыдущими, где другие были приоритеты, саморазвитие, устанавливать связи и поддерживать, видите, быть умным, разговор на любые темы, быть не скучным, имея определенный запас знаний. Ну и последнее, это тоже очень важное для системы образования, для нас. Факты, характеризующие особенности современных школьников, это свобода выбора. Оказывается, это одна из очень сложных проблем, с которыми сталкиваются дети. Неправильный выбор – катастрофа, страх обыденной жизни перед ее однообразием и рутиной, и неумение видеть радость в повседневности. Ну и последнее – минимальный горизонт планирования. То есть эти дети живут сегодня, они живут сейчас. Мы часто говорим, что да, это очень важно, понимать, что школа – это день жизни, реальной жизни ребенка. Но то, что дети вот этого поколения, да, не ориентированы на дальние перспективы, отдаленное будущее им кажется неопределенным и туманным, а значит непонятным, вот вызывает некоторые тревоги. Ну и, как я уже сказала, план на один день. Давайте теперь перейдем к обобщению. Что же все-таки главные направления изменения ребенка в изменяющемся мире? Что наши психологи, это команда уже московская, да, говорит, по каким направлениям идет серьезное, я специально взяла вот это такое обобщение, идет изменение личности наших школьников. Изменение высших психических функций. Меняется память, восприятие, внимание, мышление и речь. Причем существенно меняется по сравнению с предыдущими поколениями. Меняются механизмы формирования личности, и здесь четко все прослеживается, по каким позициям было проведено этой командой в течение 10 лет большое количество различных исследований, которые зафиксировали по каждому из этих направлений репутационные изменения, изменения идентичности, социальной роли, социальный опыт, капитал, эмпатия, инфантилизм, эгоцентризм, это сдвиги, это синдром нарушения неврологического поведения, да, синдром дефицита внимания, мы говорили уже об этом, и гиперактивности, эмоциональный интеллект, и социальный интеллект. И следующий большой блок связан с изменениями форм взаимодействия, которое, посмотрите, связано в основном с созданием своего личного пространства, да, личное пространство, которое ограничивается отчасти, да, тем инструментом, интернет-ресурсом, да, с которым он общается. И дальше уже персональное пространство, изменяющееся постоянно, да, и в связи с этим формы взаимодействия, которые были порождены именно в рамках интернет-ресурсов. Кибербуллинг, мы об этом немножко попозже поговорим, даже сейчас не буду раскрывать все эти троллинг, хейтерство, секстинг, груминг, иногда даже
такое количество новых понятий возникает, флейминг, за каждым из которых стоит серьезное проявление отношений между людьми. И вот много тревог и рисков, которые порождаются. Виртуальной дружбы и любовь, этический разрыв, стратегии совладания, киберсуицид, флешмоб, краудфандинг, трудные онлайн-ситуации. Видите, вот каждая из этих четко описана сейчас уже в научной литературе, и я это даю для того, чтобы можно было для тех специалистов, которые непосредственно этим занимаются, да, чтобы на это обратили внимание. Изменение культурных практик, способов действий, изменяется коммуникация, творчество. У меня вчера состоялся очень интересный разговор с учителями начальной школы, и они смогли продемонстрировать, как творчество уже детей в начальной школе сильно меняется по сравнению с тем, что было, например, несколько лет тому назад у этих учителей. Каждый ребенок пытается проявить свой характер, свой вклад в то дело, которое они представляют. Ну, дальше можно уже сами посмотрите, оценка других, и изменяется культурные практики покупок, продажи в интернете. Отсюда и появляются многие риски в связи с тем, что через интернет школьников начинают как бы принуждать к определенным покупкам, принуждать к определенным, да, принятию определенных решений. Ну и последнее, наверное, влияние сетевых контекстов и появление новых феноменов, такие как интернет-зависимость, да, благосфера, виртуальные миры, онлайн-риски, селфизм, многозадачность. Вот это тот факт, от которого мы не должны уходить. Для образования он очень и очень важен. И мы посмотрим на следующем слайде, каким же образом, да, вот эти новые возможности так вот влияют, да, и новые инструменты познания и коммуникации расширяют, дополняют возможности школьников, так? Ну, возьмем вот такое направление, как вот трансактивная память, да? То есть получается так, что в связи с тем, что у тебя есть доступ к источникам, да, источникам информации, очень часто информация не запоминается, да, вот. В сети ее можно найти, в интернете, как в банке памяти, так? И поэтому здесь вот учителя и вообще и методики новые должны это учитывать, то есть упор должен делаться не на накапливание, запоминание, да, той или иной информации, а на умении самостоятельно добывать эту информацию и критически ее оценивать. Многозадачность, да, переключаемость и распределенность внимания. Многозадачность как повседневная практика. Действительно, много задач одновременно выполняется подростками, и это накладывает определенные требования на учебный процесс. Учить правильно распределять ограниченные когнитивные ресурсы, а они действительно не достаточно ограничены, развивать способность действовать в формате многозадачности. Коллеги, а если посмотреть и проанализировать учебные процессы вот в тех школах, которые вы представляете, как часто многозадачность, выполнение разных аспектов, да, по разным задачам присутствует на наших уроках. Ну и клиповое мышление, да, требует, безусловно, учить мышлению в ситуации неопределенности в системах. Вот просто зачитываю то, что коллеги предложили для обсуждения, да, в рамках широкого диапазона действий и отношений. Вот так. И дальше какие последствия, да, вот эти изменения учебного процесса, изменения детей, как влияет на изменение учебного процесса. Давайте, коллеги, так, у меня... Угу.
Таким образом, подводя итог, что мы с вами видим? Что расширяется пространство жизнедеятельности ребенка. Подводим итог. И это влияет на всю структуру его деятельности. И ребенок современный, можно сказать, живет в режиме офлайн совершенно так же, как и живет в режиме онлайн. И новые социальные ситуации требуют, да, поскольку это вот в первую очередь интернет, ситуация развития, абсолютно другая ситуация развития, которая приводит к цифровой социализации, да. И таким образом получается, то есть мы должны признать, что интернет не просто технология. Мы очень часто об этом говоря обсуждаем влияние ИКТ в учебном процессе. Но это ведь не просто ИКТ-технологии, а для детей это среда обитания. И это источник развития и фактор социализации. И он начинает действовать и влиять на ребенка значительно в большей степени, чем образовательная среда в школе. Таким образом, мы должны с вами признать, что интернет – это культурное орудие, я согласна с коллегами, способствующее порождению новых форм деятельности, культурных практик, феноменов, значений и смыслов. И таким образом мы с вами окунаемся в новое понятие, как цифровая социализация, приобретение жизненного опыта, да, становление человека через другую среду, через цифровую среду. Так? И эта цифровая среда начинает формировать цифровую личность. Таким образом, шаг за шагом формируется новое поколение с новыми характеристиками, которые нельзя не учитывать. Ну а теперь, уважаемые коллеги, перейдем к другому направлению. Здесь я все-таки дала общий обзор, да, на тех исследований, которые ведутся сейчас в России, в других странах. Да, многое было представлено на прошлых семинарах, но я попробовала это все обобщить. А вот теперь я хотела бы вам представить очень важное исследование. С моей точки зрения, одно из, наверное, самых оригинальных исследований технологии защиты детей в интернете. Даю ссылку на брошюру, из которой я представляю этот материал. Есть, ну, вы найдете и ссылку на большой отчет, подготовленный группой. Это Альянс по защите детей в цифровой среде. Как вы понимаете, да, жизнь в цифровой среде порождает различные проблемы и риски, и передовые умы, передовые компании, государства начинают серьезно думать о том, а как же защитить детей в системе интернет. Поэтому и тема моего сегодняшнего с вами разговора – это возможности развития. Об этом мы вот в обобщенном виде с вами представили. Второе – это вот защита детей в системе интернет. Вот на этом слайде вы видите 3 больших компании: Ростелеком, Минсмис и Techvisor, так провели колоссальные исследования в 2021-2022 году в рамках искусственного интеллекта. Был проанализирован был проделан большой анализ киберрисков для детей и подростков, изучены технологические меры по противодействию этим киберрискам, определены риски, с которыми совершеннолетние могут столкнуться в будущем, так? А также предложены рекомендации. То есть проведен анализ большого массива, да? Больше 21 тысячи научных работ. Использовался искусственный интеллект, так называемое машинное обучение, когда искусственный интеллект начинает работать, анализировать большой big data, большие данные, и на основе этих больших данных
еще с добавлением кластеризации, объединения в группы, да, выделяет основные риски для школьников. Дальше эксперты, большом количестве экспертов, которые на разных уровнях выделены как наиболее профессионально подготовленные и имеющие вес в своем профессиональном сообществе. Да? Эти риски дальше кластеризуются, затем анализируются, и все это делает искусственный интеллект, и дальше это обосновывается, объясняется экспертным сообществом. Определены риски, определены технологии защиты от этих рисков, но следующий шаг, который сделала эта команда, анализировала риски будущего. И затем дала рекомендации различным стейкхолдерам, да, потому что же нужно делать по преодолению. С моей точки зрения, я не видела ни одного вот такого документа, который, во-первых, подготовлен на основе работы искусственного интеллекта мощный, но представляет вот такой современный результат. Давайте посмотрим и начнем вот с следующего. Что было сделано? На основе вот того количества, да, более 20 тысяч научных работ, да, были на основе, то есть большие данные были, да, были выделены определенные кластеры релевантных научных работ. Все научные работы были объединены в группы. Видите, их 33. И причем к наиболее крупным кластерам, привлекающим внимание исследователей, выделили кибербуллинг, интернет-зависимость, риски сексуального характера, домогательства и порнографический контент, трафикинг, я просто зачитываю, да, риски, касающиеся безопасности персональных данных. Вот здесь они все представлены. Вот эти кластеры, которые выделил искусственный интеллект. Затем они были проанализированы были проанализированы источники, и из них выделили, да, 23 ключевых киберрисков, которые затем уже искусственный интеллект сгруппировал в 6 блоков. Давайте посмотрим, какие же блоки. Какие же блоки выделил искусственный интеллект среди всех рисков. Первое – криминализация, втягивание в криминальные практики. Вовлечение детей в криминальное сообщество, продажи запрещенных товаров и услуг через интернет, как бы вот навязчивая, да, радикализация, экстремизм. Дальше трафикинг – это, конечно, жуткая ситуация, это торговля человеческим телом, но при этом это, в общем-то, одно из таких вот направлений. Да? Затем маркетинговое давление, рискованные денежные отношения, интернет как канал сбыта товаров, опасных для жизни и здоровья, продвинутые методики маркетинга, темные паттерны в поведении, да, онлайн-мошенничество. Следующее, которое выделено как самое уязвимое, личностная атака, психологическое насилие, где кибербуллинг, сталкинг, груминг, мы об этом чуть-чуть поговорим позже, сексуальное домогательство. И следующая группа – это цифровая эксплуатация, использование ребенка для создания цифрового контента. Вы прекрасно уже знаете о том, что есть специальные организации, которые привлекают для работы детей и эксплуатируют их, создание вот разных сайтов, кражи, шерентинг. Видите, я даже... Вот у меня есть, могу дальше зачитать, что означает каждая из этих, не по всем позициям сразу столько новых терминологий и понятий. Следующее — информационное давление информации, не предназначенной для детей и подростков, да?
большой контент, содержащий сцены насилия, порнография, дезинформация, опасные тренды, челленджеры. И последнее – аддикция, формирование зависимости от интернет-среды. Это алгоритмы удержания внимания. Есть специальные такие программы, которые стараются понять, да, чем интересуется ребенок, и постоянно подбрасывают ему такой контент, игровая зависимость и избыточное использование интернета. Вот из этого всего, можно сказать, богатства, извините, коллеги, да, вот той совокупности, которую искусственный интеллект нам предложил, коллеги, опять же, с помощью кластеризации выделяют 4 большие группы. Ну вот вы видите здесь все эти 23 риски. Создана специальная карта рисков, причем шарик вот объема этого кружка, да, говорит о том объеме, да, который вот сейчас зафиксирован в реальной жизни, как часто такие риски проявляются, да, разным цветом, как вы видите. Вот, например, сейчас скажу, психологическое насилие – это желтым, да, психологическое насилие относится как раз сейчас к самым уязвимым. И на основе анализа всех этих проявлений выделены 4 группы рисков. Это очень важно, когда риски классифицируются на основе каких показателей? Именно степени опасности для ребенка, да, и защищенности ребенка. И вот первая группа, она вот у нас здесь в левом нижнем углу, это группа менее опасных, да, менее опасных и достаточно, защищенных детей от этих рисков. Дезинформация. Есть программы, которые сортируют, фильтруют информацию, да, алгоритмы удержания внимания, это есть уже наработанные методики, как работать с игровой зависимостью. Другие контролируемые – это риски с низкой опасностью, но и высокой защищенностью. Низкая опасность и защищенность. Контролируемые вторые, третьи актуальные с высокой степенью опасности и защищенности тоже высокой степени защищенность, и требующие внимания – это риски с высокой опасностью и низкой защищенностью. И вот все, что связано с кибербуллингом, сексуальными домогательствами, сталкингом, грумингом и доксингом, и опасные тренды являются сейчас доминирующей и наиболее опасной зоной риска. Конечно, у нас нет времени, и я специально даю вам и ссылки, и даже сам текст для того, чтобы те специалисты, которые непосредственно им занимаются, а сейчас все больше и больше специалистов начинает это просто необходимость заниматься этой проблематикой, необходимо понимать, что вот в случае психологического насилия насилию подвергается конкретный ребенок, и на всю жизнь остается неизгладимый след от того влияния, которое оказывается данными, как говорится, буллинговыми действиями. Наши психологи, я специально взяла из другой презентации, для того, чтобы для вас то, о чем я показывала на предыдущей, мы могли бы более так образно представить, да, разжигание спора, публичное оскорбление, все, что связано с психологическим воздействием, да, оскорбление личности, эмоциональный обман, да, троллинг – это просто провокация, сообщения, вызванные негативной эмоциональной реакцией, конфликты, хейтинг, ненавистничие, это негативные комментарии, сообщения, киберсталкинг, использование электронных средств для преследования, сталкинг как преследование жертвы через повторяющиеся сообщения, вызывающие тревогу и раздражение, и кибербуллинг. Это, наверное, самое
быстро набирающее, самое быстро набирающее направление. Недаром же вот у нас, например, Государственная Дума сейчас работает над законопроектом, запрещающим все действия связанные с буллингом, да, и разрабатывающие мероприятия защиты. Но вот если мы посмотрим про вот эту проблему, груминг, да, я специально дала вам здесь данные по поводу сексуальной эксплуатации ребенка, которые привели наши специалисты еще прошлого десятилетия. Подростков, школьников, есть же различные исследования, постоянно опрашивают в связи с тем, какие проблемы они испытывают. И надо сказать, что вот здесь данные сравнения России и Европы. В России в большей степени вот эти проблемы с грумингом проявляются, чем в среднем по европейским странам. И это, в общем-то, для нас была большая проблема и для психологов, для того, чтобы осмыслить и развивать это серьезно. Не это направление, а мероприятие по рискам. Таким образом, что должны на что обращать внимание? Вот риски определены. То есть мы много о них говорим. Но для того, чтобы организовать целенаправленную работу, нужно понять, как можно обнаружить, что тот или иной ребенок имеет какие-то проблемы. И поэтому вот здесь в этом списке четко зафиксировано, на что необходимо обращать внимание учителям, на что необходимо обращать внимание родителям. Есть отрицательные эмоциональные переживания, стрессы, ситуации, да, развитие девиантного поведения, деформация морально-нравственной основы поведения, эмоциональная волевая сфера, в общем-то, проявляется вот в определенной деформированной форме, да, проблемы идентичности, это много об этом сейчас идет, гендерной идентичности, да, национальной идентичности, много очень проблем сейчас, психосексуальное развитие, социальная изоляция, ну и интернет-зависимое поведения. Для каждого из этого проявления разрабатываются конкретные анкеты, вопросники, да, и методики их обнаружения, которыми сейчас пользуются. Что сделал искусственный интеллект? Следующее. Да? Он четко на основе большого количества анализа, большого количества компаний, IT-решений в этой области выделил 8 кластеров технологических решений. Среди этих кластеров решений важнейшими являются, конечно, детские социальные сети, практики разработки, то есть непосредственно разработчиками, да? Дальше предиктивная аналитика, которая является основой, которой, как правило, именно и искусственный интеллект и занимается сейчас, и группа профессионалов, ученых. Интернет-фильтры, сервисы оказания помощи и инфраструктура, автоматизированная модерация. Вот 8 таких кластеров были представлены, и каждая из которых была описано. Ну вот я вам сказала, что основой является все-таки вот эта предиктивная аналитика, да, определение лиц, находящихся под риском совершения преступлений, становления жертвой, да, она основана, это как бы прогнозирование, выявление на ранней стадии рисков различного характера и тех детей, которые могут быть подвержены рискам. И вот здесь, конечно, искусственный интеллект на основе больших данных, на основе статистических методов и сейчас проводят такие прорывные исследования, да, выявляются определенные предикторы, предсказатели, определенные признаки в поведении подростков, да, и вот одним из таких вот
ну, практических примеров, это чат-боты, которые базируются, вы знаете, на алгоритмах. И вот, видите, мне очень понравилось именно это описание. Они помогают полиции в выявлении злоумышленников в чатах, мессенджерах, социальных сетях, считывает чужие переписки и записывает их, а также может имитировать общение ребенка, что позволяет обнаружить злоумышленников. Модель робота позволяет определить пол, возраст, авторский почерк человека, соотносить его с базой киберпрофилированных аккаунтов других потенциальных преступников. И кроме того, этот робот умеет распознавать преступников и определять, какие цифровые пространства они оккупируют. Его можно использовать как инструмент для определения опасных для детей сообществ. Вот в настоящее время чат-боты уже разработаны, и некоторые из коллег, которые представляли свой опыт, уже об этом говорили. Следующее – это детские социальные сети. Я несколько примеров приведу, не все, конечно. Они аналоги обычных социальных сетей, но они... Поскольку все-таки они прогнозируемы, они организуемы, они обеспечивают определенную дополнительную безопасность и защиту от угроз. Так? Но, конечно, там есть системы модерации, фильтрации, однако они несовершенны. Да? И довольно часто вот это зафиксировано, уже регистрируется в этих социальных сетях взрослые под именем детей, и таким образом вот через даже социальные сети оказывается, несмотря на позитивное как бы целевое назначение этого технологического механизма, этой технологии, тем не менее есть определенные проблемы. Но теперь родительский контроль и мониторинг. Он считается одним из важнейших. Но посмотрите, действительно, что не хватает многим родителям. Я так думаю, что и вот я, когда стала спрашивать и разговаривать с сыном, действительно, я не очень-то и хорошо знаю все его, в общем-то, онлайн, его жизни, да, понимаю, что делается и как, но как часто мы не можем контролировать и не можем вот обеспечить вот информированность, да, информированность родителей. С родителями нужно специально работать, и поэтому это особое направление работы школы, да. Вот что включается в это? Блокирование доступа в интернет, приложение к играм, ограничение экранного времени, защита от контента ненадежного, да? Отслеживание онлайн-активности, контактов, местоположения ребенка. Но здесь, уважаемые коллеги, здесь есть два таких противоречия. Одно, которое заключается в том, что полная изоляция ребенка от киберрисков не будет способствовать выработке его защиты, в будущем защиты и обеспечения кибербезопасности. Да? А второе – это разрушение доверия к родителям. Это вот такая защита, гиперзащита со стороны родителей может повлечь психологические травмы, депрессию ребенка и ухода из семьи. Он будет, да, меньше общаться и будет стараться избегать, да, демонстрировать установленные правила, что очень важно. И для нас, конечно, когда мы говорим много сейчас говорим о необходимости работы с родителями, особенно вот в этой ситуации нового поколения, мы должны понимать, что очень сильно изменилось взаимодействие. Если раньше семья, вот специально я взяла из презентации моих московских коллег, да, я, семья, друзья, знакомые и так далее, то сейчас друзья, незнакомые – это то ближнее окружение, которое влияет на развитие наших детей. И это очень и очень серьезно, с чем нельзя не считаться. Давайте посмотрим. Последнее, наверное, это сервисы оказания помощи, то, что я хотела здесь дать. И перейдем уже непосредственно к рекомендациям. Сервисы, они оказывают сейчас достаточно большое количество сервисов, да?
Это организации специально, которые это делают, да, они позволяют и ребенку, и родителю, и любому человеку обратиться к помощи психологов, волонтеров, правозащитников, других специалистов. И в презентациях моих коллег, их можно в интернете найти, очень много разных примеров обращения родителей детей за помощью. Это очень и очень важно, чтобы каждый человек мог получить руку помощи. Но здесь ограничение – это компетентность тех специалистов, которые оказывают эту помощь. И в связи с этим, конечно, это направление и требует особого государственного контроля и вот повышения квалификации. Но сам главный инструмент – это чат-бот сейчас, который часто используется, да, вот он способен, во-первых, проанализировать запросы детей, так, направить их к специалистам, проблему определить, да, дать справочные материалы, контакты специалистов и профильных служб. Посмотрите, коллеги уважаемые, как развивается вся система обеспечения. Ну и в заключение, перед тем, как четко обозначить те рекомендации, которые искусственный интеллект вместе с профессиональным сообществом нам с вами рекомендует, давайте перечислим те, на мой взгляд, отчасти новые, отчасти старые риски, которые прогнозируют как будущие доминирующие риски для наших детей. Это инфлюенсеры, да, рост их влияния и виртуализация, взаимодействие между взрослыми и детьми в виртуальном мире, да, и метавселенной. Это инструмент преступности, да, искусственный интеллект. Это ИКТ, то есть искусственный интеллект как часть воспитания, да. Потом сейчас несколько слов скажу, да. Дистанционные способы эксплуатации детей. То, что силу набирает постепенно, да, трансформация, цифровой след и биометрические данные, трансформация социальных навыков детей, популяризация серых взаимодействий, ужесточение информационной войны и рост цифрового разрыва по всем направлениям. Я включила для того, чтобы вы могли немножечко просмотреть и ответить на вопросы, что тот или иное направление все-таки дает нам, что оно раскрывает. Для меня очень важно вот эта популяризация серых взаимодействий, да, это мы на следующем можем посмотреть, которые связаны с сервисами, которые популярны у взрослых и детей. Это когда вступают в хакерскую серое взаимодействие, но не утвержденные, не нормативные. Да? Очень важно цифровой разрыв, который по всем направлениям будет проявляться. То есть если, уважаемые коллеги, уже сейчас мы четко определяем направление, в котором это будет изменяться, то очень важно, и такую же работу сделало экспертное сообщество, показывая, куда это будет, те коммуникационные риски от кибербуллинга к рекрутингу и в опасные и экстремистские сообщества, да, контент, куда будет перемещаться, дети начнут создавать негативный контент, да, потребительские риски от платных подписок к опасному онлайн-шопингу, так, и фишингу, и так далее. Вот все это необходимо учитывать для формирование политики на разных уровнях, реализации этой политики, подкрепление ее определенными, да, документами, материалами и организациями и программами. Вот какие стейкхолдеры выделяют: государство, образовательные учреждения, коммерческие предприятия, родители, некоммерческие предприятия, организации, социальные предприниматели, также IT-разработчики. И вот главное, что государство должно взять на себя ведущую роль.
Об этом четко все говорят. Недаром вот у нас Государственная Дума серьезно занимается сейчас проблемой буллинга, да, занимается обеспечением отношений, уважительного отношения к учителям, тоже сейчас обсуждается законопроект. Так? Необходимо расширение поддержки существующих и созданных новых коммуникационных площадок. Нужны программы. Да, кодификации и мониторинга проблем гипербезопасности детей и подростков и законодательное регулирование всех вопросов, связанных с персональными данными. А что образовательное учреждение? Посмотрите, из всех это аналитика такая искусственного интеллекта, подкрепленная экспертами, о чем говорит, что у школы комплексные задачи, связанные одновременно с безопасным включением в самих технологий, да, мы должны обеспечить, мы не можем их не использовать, да, это другая жизнь, да, в учебном процессе. Учебные программы и дисциплины, да, мы должны реализовывать в ГОСу, а также те, которые посвящены интернет-безопасности. И также обеспечить цифровую социализацию детей и подростков наряду с естественной социализации. Видите, комплексные задачи, да, на всех этапах, видите, должно быть. Но, то есть эта работа по кибербезопасности действительно одна из важнейших. И здесь роль, безусловно, педагогов, психологов и института классного руководителя, школьного психолога серьезно нуждается в переосмыслении с учетом цифровизации среды окружающей детей и подростков. И, безусловно, в каждой школе этот вопрос должен сейчас встать на одно из первых мест. Ну а родители, конечно, ключевая роль в первичной социализации детей, организации их повседневных практик, вовлеченность родителей в виртуальную жизнь своих детей. Это очень сложно, это очень непросто для наших родителей. Проявление уважения к интересам ребенка, да? Повышение собственных компетенций в области цифровой грамотности. И необходимо делиться, как здесь написано, лучшими практиками организации интернет-активности детей, учитывающих баланс между их приватностью и контролем над действиями. И, конечно, постоянная поддержка детей. Ну, а айтишникам искусственный интеллект посоветовал, поскольку они являются источником профессиональной компетентности, да, организовывать обмен опытом, дискуссии на профессионально-индустриальных мероприятиях международного уровня, да, развитие комплекса превентивных мер защиты на базе больших данных, ну и обеспечение экологичной разработки программных продуктов с учетом всех принципов, которые разработаны в области устойчивого развития. Ну и в завершение несколько слайдов по поводу фондов развития интернет, какие есть ссылки, какие есть ресурсы по поддержке линии помощи «Дети онлайн». Да. И следующее, это обещанный слайд, где я даю некоторые ссылки на те презентации, которые использованы в моей сегодняшней беседе, представлении, уважаемые коллеги. Ну в целом я попыталась достаточно кратко в современном обобщенном виде представить те возможности, которые цифровая среда дает нашим школьникам для развития личности, и те риски, которые мы должны учитывать в нашей жизни, в работе с детьми. Ну а ведя подготовку к международному исследованию PISA-25, уважаемые коллеги, все это является одним из важнейших содержательных элементов тех заданий, которыми столкнутся наши школьники. Приоритетной будет естествознание, но очень много будет вопросов именно по обеспечению безопасности подростков, работающих в интернет-среде. Будут специальные инструменты, связанные с анализом того, как они будут выполнять на компьютерах определенные программы, будет фиксироваться их тревожность, их планирование, многое-многое другое. Недаром же
Вот почти все исследования, которые проводят разные организации, ссылаются на международные исследования ПИЗа, которые являются источником новейших данных о современных выпускниках школы, которое нам дает основания для обсуждения и будущей нашей эффективной работы. Благодарю за внимание, готова ответить на вопросы, если они нет. Я боюсь, что я немножечко людей перегрузил результатами моего обзора. Благодарю за внимание. Да, спасибо. Что было полезно. Спасибо большое, Галина Сергеевна. Как всегда, прекрасная презентация. Каждый раз все спикеры говорят о том, что есть два мира. Один предыдущий наш мир, нельзя его называть настоящим, просто предыдущий и новый мир, так называемый мир в интернете, в котором мире мы честнее и полезнее, никто не знает. Это тоже такие вызовы для нас. Но факт надо признавать, существует два мира. Виртуальный и предыдущий мир. Галина Сергеевна, вам спасибо большое. Я хотел бы в завершении вас сделать небольшую аналитику. Она будет полезна нашим учителям. Вот Кыргызская республика по итогам 2018 года, по отчету международных институтов, по готовности к будущему и глобальной конкурентности Кыргызстан, к сожалению, занимает 97-е место из 140 стран. То есть мы на самом деле сильно отстаем. По индексу инноваций мы вообще на 125-м месте. По адаптации информационных технологий на 73-м месте. По компетенциям и навыкам на 82-м месте. То есть сказать о том, что у нас идет значительное отставание во многих отраслях экономики в компетентных кадрах и трудовых ресурсах. И вот со своей стороны я хотел бы, чтобы наши коллеги задумались, хотел бы предложить, что нам надо действительно усилить эту часть, разработать программу по повышению компетенции школьников по информационным технологиям, программированию и, естественно, научной грамотности. В моем понимании, какие компетенции надо включать в эти программы? Это технологическую грамотность, инновационную грамотность, инженерию и дизайн, критическое мышление. Очень важно коммуникацию и взаимодействие улучшать. Это называется проектное управление для того, чтобы принимать решения и управлять рисками, вычислительные навыки аналитические. Ну и, соответственно, все это должно быть основано на желании творить, то есть творчество. Мы должны научить наших детей творить. Коллеги, на этой теме мы, позвольте закончить сегодняшний вебинар. Он у нас предпоследний, 15 мая в 14:00 по Бишкеку. Мы всех ждем. Еще раз повторюсь, у нас будет очень два интересных спикера, которые имеют практический навык запуска стартапов, поддержки наших молодых ребят. Они будут рассказывать о том, какие компетенции нужны в Кыргызстане, какие есть разрывы у наших молодых людей для того, чтобы начать самостоятельную жизнь, начать бизнес, какой-то стартап. И также, надеюсь, расскажем, что такое школа будущего в реальном примере, не на бумаге, а уже действующая. Галина Сергеевна, вам еще раз спасибо большое за такую хорошую презентацию, 1,5 часа. Это нелегкое дело для вас. Спасибо большое. Всем коллегам желаем успехов. В завершение еще раз хотела сказать, что сертификаты мы будем выдавать самым активным участникам. Тот, кто всего участвовал в вебинарах, мы обязательно дадим сертификаты. Вы все спрашиваете, я отвечаю. И второе, мы разыграем суперприз. Я думаю, что на следующем вебинаре мы расскажем, что это будет, что за приз и правила розыгрыша. Участвуйте, принимайте. Галина Сергеевна. Все. Уважаемые коллеги, всего вам доброго. Спасибо. Присоединяйтесь к нам к семинару, а дальше будем обсуждать планы, как мы будем готовить наших школьников Кыргызстана к ПИЗе-25. И то, что сказал Эдуард, это очень-очень-очень важно. Всего доброго. Коллеги. Всего доброго. Счастливо всем. Пока. До свидания. До свидания.